Герой России Александр Красняков рассказал руководителю субъекта о своем опыте организации работы отделения и задачах, которые стоят перед ДОСААФ в регионах. Прежде всего, это подготовка к армейской службе и получение военной учетной специальности. По его словам, на текущий момент самым востребованным направлением остается подготовка водителей транспортных средств различных категорий. По данным военного комиссариата республики, завершившаяся 15 июля призывная кампания выявила невысокие результаты регионального отделения по обучению призывников вождению. Из 30 отправленных на учебу сдали экзамены и получили водительские удостоверения категории С только 5. Всего из 200 призывников водительские удостоверения имеют 35 человек. Я понимаю, что это действительно резерв для республики. Ребята, они здесь останутся с практикой. Конечно. Министерство обороны выделяет для этого средства на обучение. И люди, я вчера в военкомате был, поработал в военкомате, переговорил с военкомом. Поэтому я думаю, что это положительно все будет возвращено. Все хорошее возвращено. И наша задача основная – это военно-патриотическая работа. Конечно. Это боевая готовность наших вооруженных сил. Тем более республика, ребята идут в армию, они должны идти специалистами. Поэтому мы по распоряжению председателя Центрального совета, я сюда прибыл, сказал, говорит, едь, разберись, окажи помощь, окажем помощь. Я думаю, что положение будет исправлено. По мнению Махмуда Али Калиматова, помимо выполнения государственного заказа на подготовку специалистов для оборонного и народно-хозяйственного комплексов страны, перед новым руководством и РОТ ДОСААФ стоит ряд задач, направленных на повышение значимости организации для населения, ее авторитетности и эффективности работы. Требуется усиление преподавательского состава мастерами военного дела, высококвалифицированными спортивными тренерами, включение в профориентационные процессы, проводимые с выпускниками школ и средних профессиональных учреждений, внедрение формата развития прикладных навыков, применимых как для службы, так и гражданской жизни, проведение оценки имущественного комплекса и перспектив его постепенного обновления. Я надеюсь, Александр Алексеевич, поддержка будет от вас. Что нужно от главы, вот я двумя руками буду поддерживать, потому что для нас важно это рабочие места, это профессиональная подготовка, потому что когда мне показали 100 человек готовили, потом снизили до 50, потом до 30. У нас нельзя так. На Кавказе, тем более, ребята стараются и будут стараться. Думаю, что Беслан Туганович человек заслуженный, боевой. Поэтому для меня очень важно, и я полагаюсь на него тоже, что он поднимет и авторитет этой организации, и значимость ее, и большое участие, чтобы принимал в общественной жизни, у нас спортивной жизни. Я это поддерживать буду всеми своими силами. Мы обсуждали вопрос, который касается подготовки к срочной службе и подготовки поступления в военное училище. Для нас это актуально сегодня. Много молодежи, очень серьезных, подготовленных, надо просто усовершенствовать или в спорте, или в каких-то специальностях, как вот водители, мотористы, автоэлектрооборудование. Они востребованы, они нужны, всегда были и будут. Тем более у нас совершенствуется армия, там и, наверное, надо и компьютерный, и айтишник, хорошего айтишника набрать, класс, чтобы был там компьютерный, обучать их, потому что электронику все переходит, и много в армии востребованность есть, сейчас много чего там полезного. Поэтому я надеюсь, что у нас все получится. Да, получится. Вот. Я говорю, с своей стороны, все, что возможно, мы будем помогать. Отдельно участники встречи обсудили возможность расширения перечня специальностей. Махмуд Али Калиматов добавил, что помимо подготовки водителей для вооруженных сил и других силовых структур республиканскому отделению ДОСААФ в России необходимо обратить внимание на возможности, предоставляемые военно-морским флотом России. Зелимхан Калоев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.